Если каждая вторая новость связана с универсиадой, уже не приходится говорить, что мы очень близки к ней. Универсиада официально стартует в конце следующей недели, но по факту все уже началось. На этой неделе было такое количество событий с ней связанных, что сомнений не осталось. О, сколько нам открытий чудных. Главного еще не было, но сколько произошло других важнейших открытий. Хроника этой недели в репортаже Зуфара Давлетшина. За неделю до начала студенческих игр деревня Универсиады уже живет полноценной, активной жизнью. Сюда уже заехали делегации из Мексики, Японии, Новой Зеландии, Австралии и еще нескольких стран, нескольких сотен спортсменов и членов делегаций. С каждым днем их будет все больше, и самое большое количество ожидается 3 июля. Заедут около 2500 спортсменов. Дом российской сборной еще ждет своих обитателей. Японцы устраивают вечерние пробежки, британцы делятся впечатлениями. Для Энди Хиббарда это 5-я универсиада. First was in Izmir, then in Bangkok, Belgrade, Shenzhen, Kazan. То, конечно, так сравнить разные универсиады, это очень так трудно. Но вот деревня, деревня универсиада отлично просто. Так размер комнаты, там место жилье, да, место очень хорошее. И команда, мы все очень довольны. Приехавшие на этой неделе в Казань иностранцы, наверное, еще не успели в подробностях познакомиться с нашим городом. Да, собственно, видимо, они никогда и не узнают, какой большой смысл и радости для казанцев содержат такие короткие фразы, как, например, «закончен ремонт», «завершено строительство» или «открыта Ленинская дамба». Три новых пролета получил вместо одного. Это 2 по движению, как основному движению от Булака идет, и через Батурина. Приезжающие в эти дни в Казань видят уже достроенный, вернее перестроенный аэропорт и железнодорожный вокзал. Исчезли заборы и строительные леса. Появилась у вокзала автомобильная парковка. Наверное, вот этот объект, он очень был необходим здесь. Мы все помним, какие здесь были киоски, какое здесь было безобразие. Сегодня и интермодальная линия, и вокзальный комплекс. И, конечно же, вот этот паркинг, сквер полностью друг друга дополняют. Конечно, город будет развиваться. Мы же хотим чемпионат мира по плаванию. Мы будем проводить чемпионат мира по футболу. И наш город, он разрастается, транспортные потоки увеличиваются. Нам надо дальше строить метро, нам надо дальше делать развязки и, конечно же, парковки. И все это гости и спортсмены, приехавшие на универсиаду, увидят в готовом виде. Общая радость, объединяющая приезжих и местных жителей, пожалуй, в том, что универсиада все-таки открывается, что означает, что большие стройки завершены. Это был другой город, другая страна, другой аэропорт. Вот этого места совершенно не было. И все менялось на ваших глазах. И, конечно же, мы каждый день трудились, чтобы все это создавалось. 5 лет, как один день пролетели, и мы говорим вам вот в этот солнечный день: добро пожаловать в Казань, welcome to Казань. Президент Международной федерации студенческого спорта Клод Луи Гальен, по его словам, впервые Казань посетил 6 лет назад, когда наш город только еще боролся за право проведения универсиады. За это время, говорит, город стал намного комфортабельнее. Люди изменились, потому что уже нет той грусти и той усталости от вечных работ, которые проходили на территории всей Казани.
Самое главное для меня — это чтобы жители Казани были счастливы, потому что универсиада пройдет, а инфраструктура, которая была построена, останется. Под студенческий гимн встают и президенты, и не только студенческие. Деревню Универсиады для спортсменов открывали несколько президентов. Ллойд Луи Гальен назвал эту деревню крупнейшим кампусом и говорил только благодарности. What a pleasure to be here. From the depths of my heart, I want to say thank you. Спасибо for that. Это универсиадская деревня, это лучший кампус Российской Федерации, и пусть он создаст условия для наших студентов, и Казань, наша столица республики, будет привлекательной, чтобы не только из Татарстана, не только из Российской Федерации, а со всего мира сюда приезжали и учились молодые люди. Казань действительно придала новый импульс развитию студенческого спорта не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Созданы новые стандарты в организации игр, в организации волонтерского движения. Уверен, что игры универсиады оставят огромный след и огромное наследие как в развитии и популяризации студенческого спорта, так и развитии спорта среди молодежи. Как говорится, спорт спортом, но обед по распорядку. В крупнейшей деревне и крупнейший в России временный ресторан, в котором одновременно могут пообедать 3500 человек. 5 видов кухонь, включая особенность территории и времени проведения игр, месяц Рамазан, мусульманского поста. Халяль-кухня у нас имеет свидетельство права пользования знаком халяль. 200 наименований блюд. Только халяль? Только халяль. В целом здесь 1500 наименований. У нас будет принимать 12 500 спортсменов, 4 раза питания. То есть в день у нас будет предоставлено 50 000 обедов. За период проведения универсиады будет приготовлено 620 000 обедов. Это или 3 100 000 блюд, или 860 тонн готовой продукции. Есть здесь и русская кухня с пельменями и борщом, и татарская с лапшой, беляшом и эшпечмаком. В переводе, кстати, наш треугольник на английский звучит так. Традиционный татарский треугольный пирог с рубленой говядиной и картофелем. Состав каждого блюда расписан. На каждого спортсмена положено 5500 килокалорий в день, 5,5 килограммов пищи. Таково требование Федерации студенческого спорта. Мы стараемся, в общем-то, все сделать для того, чтобы гости, приехавшие в Татарстан, не только уехали с золотыми медалями, с победами, но уехали с впечатлениями. И как уже стало принято говорить в Казани, до встречи на универсиаде. До ее открытия осталось 5 дней. Гуфар Давлечный, Роман Безменов. 7 дней. Итак, начиная со следующей недели город будет жить в особом режиме. Мы уже рассказывали, что это не значит, что будут какие-то непреодолимые сложности, скажем, с передвижением по городу. Здесь достаточно знать лишь некоторые моменты, которые неминуемо, конечно, возникнут, но которых вполне можно избежать, зная заранее о деталях. И вот об этом мы сегодня еще раз поговорим в нашей студии с самым частым, наверное, нашим гостем. Сегодня у нас в студии генеральный директор, исполнительный директор универсиады Владимир Леонов. Добрый вечер, Владимир Александрович. Михаил, добрый вечер. Но вы сказали особый режим. На самом деле это не особый, а такой очень комфортный. Но я не сказал чрезвычайный. Владимир Александрович, ну давайте еще раз развеем все сомнения у наших горожан и гостей, конечно, многочисленных, о том, что Казань будет напоминать сплошную пробку. Ну и вообще как-то в деталях о том, как можно будет и лучше передвигаться по городу в эти дни. Михаил, огромное спасибо за очередное приглашение в студию «7 дней», одну из моих любимых программ, совершенно искренне. И через эту программу мы транслируем, соответственно, нашим зрителям, в первую очередь, кто придет на трибуны, то, что надо не бояться универсиады, еще раз. И вроде бы сейчас общественное мнение так складывается, что, в общем-то, смысла нет. Нормально город работает, и по факту универсиада уже началась, то есть сегодня, там, через 6 дней уже церемония открытия, заезжают уже первые спортсмены, первые волонтеры. Сегодня в деревне универсиады, которую мы вчера открыли официально, уже живет представители 20 стран мира. Вчера приехала глава делегации Канады и Великобритании, и они официально заявили, что та деревня универсиады, которую мы построили, которая функционирует и уже обслуживает гостей, по их мнению, является лучшим за то, что они видели за этот период времени, хотя они там с прошлого века уже на универсиадах
находятся. Что касается транспортной составляющей, еще раз повторяюсь, у кого будут билеты на соревнования. Все виды общественного транспорта работают бесплатно. Совместно со всеми транспортниками мы... Вплоть до метро, конечно. Вплоть до метро, да, то есть включая метрополитен. Проговорены то, что интервал между подачей транспорта будет сокращен, что подача транспорта будет, работа его, значит, будет, так скажем, увеличена, да, по расписанию, то есть это до 2, до 3 ночи. Соответственно, у нас есть дата такая ближайшая, это церемония открытия, конечно же, 6 число. Здесь тоже не стоит переживать. В общем-то, все те наши зрители, которые приобретали билеты или у кого есть пригласительных, в общем-то, разъяснительная работа уже проведена. У нас, по большому счету, со всеми из них есть обратная связь, и все они знают, как добраться до Казани-арены. Необходимо это делать заблаговременно, потому что где-то за час до церемонии мы уже будем закрывать стадион. Это с точки зрения безопасности. Всеми видами общественного транспорта можно будет добраться. Единственное будет перекрытие движения от деревни Универсиады по проспекту Победы, соответственно, до самой Казани-арены. Это тоже просто правило, в силу того, что мы будем транспортировать спортсменов из деревни Универсиады, соответственно, обратно. В силу того, что это прямой эфир, мы не можем рисковать, и спортсмены не могут задержаться ни на минуту, ни на 2. То есть есть четкий график. Поэтому вот в вечернее время, ориентируясь с 6 часов вечера и, соответственно, до 2 часов ночи, вот будет перекрыто движение по этому маршруту. Все наши клиентские группы, которые будут приезжать на стадион, могут пользоваться общественным транспортом, могут пользоваться такси, который их подвезет в близлежащую точку. И у нас такой основной хаб, это будет станция метро Козья-Слобода, то есть начало улицы Чистопольская, где каждые 10 минут будут ходить шаттлы до Казани-арены. Как в ту сторону, не так... только ведь там. Да. Несколько точек по всему городу. Несколько точек по всему городу. Это мы, как вы знаете, проводим такие мероприятия, которые собирают намного больше гостей, такие как Сабантуй. То есть это традиционные места транспортировки из крупных, так скажем, районов, которые привозят, значит, гостей на Казань-арену. И, соответственно, такой же будет формат обратной доставки. То есть с этих же точек автобусы будут уезжать. Невозможно будет поставить личный автомобиль, запарковать личный автомобиль около Казани-арены, либо около какого-то спортивного Вообще, наверное, в мероприятия. радиусе километра или 2. Там. Ну, желательно, да. То есть это рекомендация такая, пожелание пользоваться общественным транспортом. Благодаря тому, что мы достигли договоренности со всеми транспортными компаниями, что билет на соревнования, либо аккредитационный бейдж будет являться проездным билетом на общественном транспорте, просьба воспользоваться общественным транспортом. Есть... Это же пожелание касается всех остальных дней универсиады. Если учитывать, что я, например, не просто передвигаюсь по городу, а добираюсь до какого-то соревнования, на котором у меня билет. Соответственно, да. То есть если вы планируете свой день, там, либо свой маршрут на какой-либо спортивный объект, необходимо добраться туда, либо там, чтобы вас подвезли. Да? То есть если у вас есть знакомые, там, родственники, просто на машине вы подъезжаете к объекту, вас оставляют, соответственно, вы смотрите соревнования, потом вас могут с этого же места, допустим, забрать. И также рекомендации пользоваться общественным транспортом. Владимир Александрович, ну я вас не спрашиваю насчет готовности к универсиаде, потому что любой другой ответ, кроме «да, конечно, все готово», выглядел бы странным сейчас. Инфраструктурно мы готовы, операционно мы готовы. Начинается заезд полноценный команд. Вот, как я сказал, сегодня порядка 1500 человек уже заезжает в деревню Универсиады. Уже осуществляется развоз на объекты с точки зрения тренировок. В общем-то, все идет в таком плановом режиме. Работает оперативный штаб, который отслеживает всю ситуацию, держит все, так скажем, под контролем, на контроле. В общем, да, универсиада уже началась. Да, это то есть мы по факту говорим, что универсиада началась, и здорово, что, в общем-то, все понимают это видно, когда приезжаешь в наш город, это слышно, когда приезжаешь в наш город, и те представители Международной федерации студенческого спорта, которые тоже уже здесь, в Казани, это и президент ФИСУ, и генеральный секретарь, и, в общем-то, весь там коллектив этой организации в очень комфортных условиях с нами вместе с дирекцией, вместе с теми штабами, которые созданы по разным направлениям. Сегодня это большая такая команда, большой оплот, которому под силу провести игры на достойном уровне. Я напомню, у нас сегодня в студии был генеральный директор исполнительной дирекции универсиады Владимир Леонов. Мы продолжаем программу.